Современный язык искусства, буйство красок, необычное изображение обычных вещей, метафорический пересказ форм природы – все это выставка «Портрет Штиллебен», открывшаяся в минувшие выходные в библиотеке имени Франко. Мы специально назвали ее необычно «Портрет Штиллебен». Штиллебен – это синоним слова «натюрморт». Натюрморт – это французские два слова, которые обозначают «мертвая натура». А немецкое слово «штиллебен» обозначает слово «тихая жизнь». Нам оно больше нравится. Казалось бы, мы изображаем предметы, они как бы беззвучные, но там внутри очень много движения, напряжения. А натюрморт может выразить очень такую большую гамму чувств. От какой-то нежности, радости до драматизма, до трагедии какой-то. Вот это все можно увидеть здесь. Особенность этой выставки в том, что крымско-татарские мастера декоративно-прикладного искусства проявили себя в области живописи. Мастер-краснодеревщик Эмин Таймазов, орнаменталист Эдия Мустафаева, керамист Эльдар Гусенов, вышивальщицы Алиме Гусенова и Юлия Тулупова, знаток крымско-татарского орнамента Екатерина Черная. На этой выставке представлены серия моих портретов и натюрморты. Очень было интересно мне работать над портретами и непосредственно над портретом Мамут Ходжа. Мамут Ходжа очень многогранный человек, и я хотела его представить именно таким. Я очень благодарна. Аллах салых версен. Перед нами Мамут Ага поставил задачу раскрыть свой потенциал именно в живописи. Но у нас не стояла задача показать реалистичную живопись. У нас стояла задача проявить свое внутреннее чутье, свое отношение и выразить это все на холстах. Хотелось бы передать свои чувства и эмоции, которые мы испытываем при взгляде на какие-то предметы, допустим. В экспериментальной студии проекта «Крымский стиль» эта деятельность началась в 2021 году. В ее основе лежит освоение языка современного искусства путем анализа творчества художников первой половины XX века – Пикассо, Модильяни, Матисса, Штейнберга и других. Такой подход способствует успешной самореализации художников, помогает им находить свои собственные решения творческих задач. Зритель должен понять, что вот средствами живописи в любом жанре, в любом виде можно выразить совершенно разные мысли, чувства. И задача зрителя настроиться на ту волну, которую дает ему художник. Тихая жизнь в искусстве – это переосмысление обыденного, привычного. И сами мастера, ставшие художниками, погрузившись в живопись, открывают для себя новые перспективы творчества. У зрителей такие работы могут вызывать самые различные чувства. Такое вот, казалось бы, непростое время для всего народа. Все эти работы молодых художников, они окрыляют. Чох-чох сау болсуннар. Я желаю им больших творческих успехов, побольше таких вот многозначительных работ, которые вот мы сегодня видим. Мамут Ага, конечно, волшебник. Он из мастеров делает живописцев, графиков. У каждого есть свой стиль, настроение есть. Можно даже узнать по работам, о чем думал человек. Мне очень понравилась работа Эмина Таймазова, вот такой простой натюрморт, но он в таком, перевернутом телевизоре. Понравился такой необычный ход. Хотите увидеть что-то необычное и одновременно наполняющее вдохновением? Посетите выставку «Портрет Штиллебен». Она продлится в библиотеке имени Франко до 28 декабря.